Новый год не за горами. Пришло время волшебства и чудес. Как создается сказка, мы раскроем секрет. Гора новостей решила узнать, как создается волшебство. В Национальном молодежном театре Республики Башкортостан имени Мустая Карима вовсю репетируют новогодние спектакли для детей. Уже сегодня вечером на этой сцене состоится премьера сказки «Новогодний переворот». Действие сказки разворачивается в зимнем сказочном лесу. Интересно, как актеры вживаются в роль? Расскажите, какую роль вы играете в данном спектакле? Это детская новогодняя сказка, называется «Новогодний переворот». Я играю Бабу-Ягу. Это такой смешной персонаж, который портит всем праздник, забирает все подарки и в конце концов, оно такое сказочное зло. А вам комфортно в этом образе? Это не то, что комфорт. Актеру не должно быть комфортно в ролях. Это такой очень интересный образ, и он абсолютно для меня. Это такая, знаете, это скорее не Баба-Яга с носом, а это такая вреднятина, которая, понимаете, никак не может то ли она из зависти, то ли из злости, в общем, то ли ей подарков мало, и она все время всем вредит. Да, без главной новогодней злодейки никак не обойтись. А еще интересно будет посмотреть на то, что для нас является долгожданным праздником, то для Деда Мороза, Снегурочки и их веселого помощника Снеговика обычные предновогодние будни. Им нужно следить за порядком в лесу, проверять, все ли елки готовы к празднику. А вот какие обязанности у постоянной зрительницы, которая уже знает примерный сказочный сюжет, но все равно с нетерпением ждет премьеру? Настя, нравится тебе сказка? Мне нравится очень эта сказка, льяна, птицы, все это там есть. Настя, а как ты вообще здесь оказалась? У меня бабушка бутафор, она кости все сделала сама. А в воскресенье состоится премьера сказки «Айболит и Бармалей» на большой сцене в исполнении башкирской труппы. Спектакль «Айболит и Бармалей» по сказке Корнея Ивановича Чуковского – знакомый проверенный сюжет. Он станет прекрасным новогодним подарком как для тех, кто неоднократно читал и видел Айболита в фильмах и мультфильмах. Вместе с главными героями Таней и Ваней маленьким зрителям предстоит перенестись в Африку, которая на самом деле не такая уж и страшная. Сказочное представление будет работать для зрителей на протяжении всех новогодних праздников. Теперь, чтобы задать настроение, вы знаете, что делать. Камила Даянова, Руслан Бекбаев специально для Горы новостей.